Вы смотрите «Парламентский вестник», в студии Туяр Харитонова. Здравствуйте. Совет Госсобрания Илтумен 22 января на заседании Совета парламента поддержал послание президента России Федеральному собранию страны. Председатель Госсобрания Петр Гоголев отметил, что послание направлено на достойную жизнь россиян. Прежде всего, эти изменения касаются государственного строительства. Вы помните, что в прошлом году в послании президента Российской Федерации прозвучало, что времени на раскачку нет. Да? Сегодня правительство Российской Федерации уже находится в отставке, находилось в отставке, сформировано новое правительство Российской Федерации. Таким образом, получается, что тот посыл, который прозвучал на послании президента Российской Федерации 15 января, от планов нужно переходить к делам, да, это не просто актуальный, а уже вопрос, который сегодня нужно решать в очень скором и быстром темпе. Я бы не сказал, что речь идет о радикальных изменениях, речь идет о новом этапе развития и в государственном строительстве Российской Федерации, и новом этапе государственной политики в отношении семьи и детства. Ну, речь, конечно, не ограничивается поддержкой семьи и детства теми серьезными средствами, которые должны быть предусмотрены уже в 2020 году. Речь идет о том, что человек, который родился в Российской Федерации, на всех этапах личностного роста, он должен получить качественные и доступные условия для развития. Как это и сказано в Конституции Российской Федерации, у нас человек является высшей ценностью, соответственно, вот этот посыл, он находит последовательное отражение, должен находить последовательное отражение в государственной политике Российской Федерации. Что касается сегодняшнего совета Государственного собрания Илтумен, то, безусловно, мы готовились к тому, что послание президента Российской Федерации внесет серьезные коррективы в деятельность Государственного собрания Илтумен. Вы помните, на 12-м пленарном очередном заседании мы применили примерную программу на год, перешли на годичное планирование своей работы и понимали, что как только будет послание президента Российской Федерации, мы внесем коррективы. Сегодня проведены предварительные консультации с председателем правительства Республики Саха-Якутия. Мы определили, в каком направлении, что нужно менять. Речь прежде всего идет, конечно, о том, что нужно вносить изменения в государственный бюджет Республики Саха-Якутия на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Речь идет о достаточно большом массиве подзаконных нормативных правовых актов. И Совет Государственного собрания Илтумен как раз акцентирует на тех моментах, которые необходимо сегодня ускорить. Мы обращаемся к разным общественным и политическим силам в Республике Саха-Якутия, что сегодня необходимо те принципы, которые были в год консолидации озвучены главой Республики Саха-Якутия, в рамках года патриотизма придать новое качество, новое содержание. И, соответственно, в этом направлении достаточно в хорошем ритме, содержательно уже начать изменять государственную политику. Есть оценки в рамках Российской Федерации, которые озвучены в том числе председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Да, речь идет о 450 миллиардов дополнительных средств, которые должны быть предусмотрены в федеральном бюджете. Учитывая особенности Республики Саха-Якутия, конечно, мы надеемся, что основываясь на том опыте и на той практике, которая сложилась в Республике Саха-Якутия, понимая деятельность главы республики, правительства, их возможности и способности отстаивать интересы республики, мы надеемся, что изменения будут существенны. Председатель постоянного комитета Илтумена по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев также отметил принципиальную новизну послания и задачи по достижению сочетания развития и стабильности, а также баланса ветвей власти. Глубину и важность изменений нам всем еще предстоит оценить, но уже сегодня ясно, что предложенные главой государства поправки в Конституции являются ответом на актуальный запрос граждан страны на перемены и призваны обеспечить новый баланс государственной власти, являются существенными изменениями в общественно-политической жизни общества.
В целях исполнения послания президентом Российской Федерации была образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В развитии положения послания комиссия уже разработала проект закона о внесении поправки в Конституцию Российской Федерации. 20 января 2019 года президент Российской Федерации внес в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект закона Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти. По словам Алексея Еремеева, пока нет необходимости в создании республиканской комиссии по поправкам в Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, в дальнейшем при внесении изменений в федеральный закон об основных принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, возможно, назреет необходимость внесения изменений в Конституцию Республики Саха-Якутия и республиканские законы. Председатель постоянного комитета по делам семьи и детства Илтумен Алена Атласова выступила с докладом по вопросам демографии. Она привела подробный анализ существующих проблем в демографии, остановилась на мерах, проводимых в Якутии в целях стимулирования рождаемости. К сожалению, наша республика не стала исключением из общероссийской тенденции демографической ямы. Тенденция роста рождаемости до 2014 года сменилась с 2015 года на динамику снижения числа рождений. Так, в 2019 году родились 12 996 человек. По сравнению с 2014 годом меньше на 4014 детей. Соответственно, это 40%. Отмечается снижение суммарного коэффициента рождаемости. Если в 2017 году это было 1,93, а в 2016 2,9, по данным Саха-Якутия-Стат, в 2018 году значение данного показателя снизилось до 1,85. Несмотря на принимаемые меры, структура категорий бедности населения в республике сегодня не меняется. Большую часть из них представляют семьи с детьми, это 86,7%, а это преимущественно многодетные семьи, проживающие на селе. Если говорить о Российской Федерации, это составляет 78,8%. В целях реализации послания президента России депутат предлагает создать цифровую базу данных семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке, а также единый портал, посетив который каждая семья сможет узнать обо всех мерах государственной поддержки, введя необходимую информацию о членах семьи на самом портале. Наступила необходимость упорядочения самих нормативных правовых актов в сфере семьи и детства, так как новые акты издаются, а единая система отсутствует. Новые акты накладываются на имеющийся анализ эффективности и актуальности уже имеющихся мер, зачастую действующих на протяжении десятилетий, не проводится. Председатель Якутской городской думы, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации Альберт Семенов высказал мнение о необходимости финансирования полномочий местного самоуправления при сокращении налоговой базы муниципалитетов. Город Якутск должен изыскать средства на организацию питания школьников и создание необходимой инфраструктуры. Гордума планирует также обратиться с просьбой о привлечении дополнительного финансирования с республиканского бюджета для выполнения задач, поставленных президентом. Также на заседании Совета Госсобрания Илтумен выступили председатель Палаты Республики Госсобрания первого созыва Егор Ларионов, профессор кафедры СФФУ, народный депутат СССР 12-го созыва, народный депутат Государственного собрания первого созыва Макар Яковлев. По итогам обсуждения Совет Государственного собрания Илтумен Республики поддержал послание президента Российской Федерации и поручил организовать в рамках дискуссионной площадки «Открытый парламент» обсуждение проекта федерального закона о поправке Конституции Российской Федерации. Также предлагается правительству республики разработать проект закона о внесении изменений в закон республики о госбюджете на предстоящие 3 года в части бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в послании президента.
20 января в зале Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского состоялось мероприятие «Мы – дети войны», приуроченное к 75-летию Победы с участием народных депутатов республики. Напомним, на сегодня в первом чтении приняты поправки в закон о мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны, граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. Таким образом, с принятием закона детьми войны будут признаны все граждане, не достигшие своего совершеннолетия по состоянию на 31 декабря 1945 года. Вице-спикер парламента Виктор Губарев остановился на вопросах организации патриотического движения в образовательных учреждениях республики и подчеркнул необходимость сохранения исторической правды о Великой Победе. Он призвал нынешнее поколение не только гордиться былыми победами, но и добиваться своих результатов, быть достойным памяти предков. Напомним, что по инициативе спикера Илтумена 6-го созыва Петра Гоголева напечатана книга «Воины-якутяне в Сталинградской битве» по материалам Национального архива Якутии. Книга издана благодаря личной поддержке народных депутатов и сотрудников аппарата Госсобрания Илтумен. Автором книги является главный археограф Национального архива Якутии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник Народного хозяйства Республики, почетный архивист России Александр Калашников. Добавим, что, по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, в юбилейном году из федерального бюджета ветераны войны получат единовременную выплату по 75 тысяч рублей, а труженики тыла по 50 тысяч рублей. По состоянию на 1 ноября 2019 года в России участников и инвалидов Великой Отечественной войны проживает 60 842 человека, а всего ветеранов 1 089 000 человек. Все материалы о деятельности Государственного собрания смотрите более подробно на сайте iltumen.ru. Вы смотрели «Парламентский вестник». Всего доброго!